столице увеличивается количество пострадавших от кишечных инфекций. Только за минувшие сутки за помощью к медикам обратились 302 пациента. Есть и те, кто лежат в реанимации. И большинство из них – дети. Что необходимо делать, чтобы избежать кишечной инфекции? Мы поговорим сегодня с заведующей амбулаторно-диагностическим отделением Республиканской клинической инфекционной больницы Халидой Азимбаевой. Здравствуйте, спасибо, что пришли к нам в студию, ответить на наши вопросы. Скажите, на сегодняшний день сколько человек госпитализировано? Вот на сегодняшний день у нас еще идет госпитализация, продолжаем работать, потому что день еще у нас не закончился. Мы будем говорить о вчерашнем дне. Вот за вчерашние сутки к нам обратились 271 больных, если быть точнее. Из них мы госпитализировали только 94 пациентов. Остальных мы направили на амбулаторное лечение, потому что не все больные подлежат госпитализации. И если взять вот именно по кишечным инфекциям и с острыми кишечными инфекциями, к нам обратились 106 больных. Это наше, вот мы каждый день делаем отчеты, вот 106 больных, и из них мы положили в нашу больницу, госпитализировали по показаниям 57 больных. То есть у нас, да, то есть у нас идет подход, именно есть показания госпитализации, потому что очень действительно много обращаются, сейчас подъем действительно острых кишечных заболеваний, и дети чаще всего, конечно, болеют. И мы должны именно госпитализировать тех больных, которые нуждаются в стационарной помощи. Это кто нуждается в капельницах, кто нуждается действительно в наблюдении круглосуточном, тяжелых больных. И этих обязательно мы госпитализируем. Ну вот скажите, а вот среди вот тех, кого вы госпитализировали, есть ли среди них тяжелые случаи, которые попали в реанимацию? Да, у нас бывают такие случаи. Это в день по несколько больных приходится госпитализировать в реанимации, потому что некоторым дети маленькие, они состояние быстро ухудшается. Обезвоживание у них часто отмечаются. Есть дети, мамы, которые поздно обращаются по каким-либо причинам, не вовремя обращаются, усугубляется болезнь. И поэтому даже и среди взрослых тоже бывает, они некоторые в шоковом состоянии поступают. Мы их вынуждены госпитализировать в реанимационное отделение по избежанию последствий. Поэтому приходится вот на приеме мы обязательно смотрим, обязательно измеряем давление, какое у нее давление, да? Допустим, сколько раз у нее рвота, температура, на все обращаем внимание. Ну вот скажите, а вот были данные, что в реанимацию попал 4-месячный ребенок. Вот скажите молодым мамочкам, на какие признаки нужно в первую очередь обращать, и чтобы не доходить до того состояния, чтобы ребенок попадал в реанимацию, ведь это уже край. Действительно, с кишечной инфекцией, вот если взять нашу опять-таки статистику, вот за этот год к нам вот с кишечной инфекцией мы госпитализировали за эти 6 месяцев 3701 больных. Из них дети составляют 85%. То есть получается очень много детей поступает. А до года, в том числе вот до года, если взять, то 3947 больных поступили к ним до года. И среди них тоже есть с кишечными инфекциями. Ну, вот скажите, на какие самые первые признаки необходимо обращать внимание? То есть это боли в животе, ясно. Что еще? Вот самый главный признак у детей – это начало обезвоживания. Это очень такой признак, потому что дети маленькие, они чаще всего болеют ротавирусной инфекцией. Ротавирусная инфекция – это когда дети очень быстро теряют воду и соли из организма. И они чаще всего к нам попадают с явлениями, вот, с обезвоженными симптомами. Это значит, это жажда, в первую очередь ребенок хочет все время пить, у него может быть многократная рвота быть. Вот ребенку грудь дают, пососет чуть-чуть и начинает рвоту давать. И водянистые диареи, то есть жидкий водянистый стул. Из-за того, что они теряют не только воду из организма, но и соли, которые жизненно важны, и они быстро могут попасть в обезвоживание и в реанимацию. Вот обезвоживание – это же очень опасно для маленьких детей. Да, это очень опасный признак, потому что действительно там очень много последствий.
это ребенок очень медленно это восстанавливается, потому что если ребенку давать жидкость, а у него рвота многократная, то он, конечно, его не усваивает. Приходится ребенку маленькому делать несколько капельниц. Здесь важно сказать, да, что самолечением здесь заниматься нельзя. Нужно в срочном порядке обращаться к врачу и под капельницу. У нас есть такая категория, о которой мы говорим, это дети до года, из них даже вот до 6 месяцев, это самый опасный период. Потому что действительно у детей состояние меняется не по дням, а по часам. И если вот вы сказали 4-месячный, это как раз таки относится до 6 месяцев, это самый такой опасный период, который они могут быстро дать ухудшение. И поэтому мамочкам хочется действительно сказать, что если у ребенка появились понос, рвота, температура, нужно немедленно обращаться к доктору или к участковому врачу, или вызывать скорую. Потому что самолечение это приводит к плачевным результатам, к сожалению. А вот скажите, вы говорите, что вот за вчерашний день обратились порядка 300 человек. Да, скажите, 300. Да, это же очень большой поток. Вы как, ваша инфекционка справляется с таким? Ну, да, к сожалению, это для нашей больницы большой поток, потому что количество у нас горожан увеличивается, действительно очень много новостроек, очень много приезжих, внутренняя миграция, сами знаете, да. Вот, поэтому у нас последние годы действительно в городе мало строятся больницы, практически я, например, не слышала, что какая-то детская инфекционная или детская вообще больница строилась. Поэтому, а город-то вырос несколькократно, да. Наша больница была построена, рассчитана была на 500 000 человек, а сейчас, по-моему, более 1 миллиона человек проживает. Конечно, поток больных у нас резко увеличивается последние годы. Но мы все равно стараемся дополнительно поставить дежурных врачей, мы стараемся не отказывать никому, всех принимаем. Но, конечно, будет возмущение со стороны пациентов из-за того, что приходится им ждать много. Да, или перенаправляют другие больницы. Или иногда бывает, вот перенаправляем другие, потому что они, если дети болеют, обращаются. Поэтому, конечно, это накладно, но тем не менее, да, и мест не хватает катастрофически. Бывает, и в коридоры мы ложим. Но если есть больной тяжелый, да, мы его никуда не отправляем, мы сразу на месте оказываем помощь, стабилизируем состояние, и потом только уже перепрофилируем. И вот скажите, вот посоветуйте нашим молодым мамочкам, да, которые не так опытные, как обезопасить своего ребенка от кишечной инфекции? Какие советы вы дадите? Да, конечно, это мамочки некоторые вот вообще неопытные, у некоторых первый раз становятся матерью, они и теряются, когда ребенок болеет, поэтому хочется им сказать, советы скажите, да, хочется им сказать мамочкам, чтобы они не терялись, если ребенок заболел, нужно измерить температуру, нужно оказывать уже до приезда врача и его хотя бы помочь ребенку справиться с этой температурой. Ну, то есть не кутать, наоборот, надо раздеть немножечко, да, растереть нам теплой водичкой, жидкости надо много давать. И ребенка, если рвет, вот надо будет по чайной ложке кипяченую воду, или если есть регидрон, вот солевой раствор, который вот восстанавливает соли, вот пачку на литр воды развести и по чайной ложке каждые 5 минут надо поить до приезда скорой или до приезда врача. Самое главное, значит, придерживаться водного баланса. Да, водного баланса, чтобы ребенок действительно не попал в обезвоженное состояние. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. На самом деле, это сейчас очень актуальная тема. А я еще раз отмечу, что предотвратить, конечно, легче, чем лечиться. Для того, чтобы избежать кишечной инфекции, необходимо соблюдать элементарные правила гигиены. Особенно тщательно необходимо смотреть за маленькими детьми. Берегите себя и своих близких. Это была программа «Социум». Я Джибека Барбекова. До новых встреч.